Кабмин сегодня совещался под председательством Махмуда Али Калиматова. Обсудили перенос празднования столетия ингушской государственности, комплекс работ, проводимый группой Сафмар Микаила Гуцуриева, весенний призыв в армию и водоснабжение. Все подробности у Муслима Ганиева. Очередное еженедельное совещание в правительстве региона проходит под руководством главы Ингушетии. Прежде чем приступить к обсуждению тем по повестке, Махмуд Али Калиматов поднимает два вопроса: празднование столетия ингушской государственности и ход реализации соглашения между республикой и группой Сафмар Микаила Гуцуриева. Что касается векового юбилея республики, принято решение перенести основное мероприятие. В силу обстоятельств, у нас, вы знаете, ситуация в целом непростая. Нами принято решение правительством и мной лично перенести празднование нашего столетия на сентябрь. Не хочу я усеченно это делать. Все-таки праздник, это наша республика, столетие государственности. И, к сожалению, у нас получается, что неудобства, конечно, некоторые работы уже огромные проведены Министерством культуры, и вице-премьером Индирой Мурадовной и Залиной Исраиловной переговорили. В целом мы его просто сдвинем на сентябрь. От ремонта кладбищ до реставрации башенных комплексов, развития IT-направления, строительства значимых социальных объектов. Махмуд Али Калиматов отметил, что за неполные 2 года в республику группой Сафмар вложено свыше 4 миллиардов рублей. Большие финансовые вливания почувствовали жители всех муниципальных районов республики, начиная от отдаленных селений Малгобекского района и заканчивая горной частью. И эта работа будет продолжена. Микаил Сафарбекович продолжает вкладывать, работать в Республике Ингушетия. Вы знаете, все работы, которые здесь сделались, все вклады, более 4 миллиардов вложено за эти неполных 2 года. Это же обосновывается, потому что фонд, он состоит из учредителей, то есть там согласованное решение принимается, выделение тех или иных средств. Я хотел бы, чтобы другие, кто говорит там много, я всех призываю, кто имеет средства, чтобы вкладывали тоже в республику. Самое интересное, IT-школа, из-под меня и IT-гостиница. Но все забывают одно: бесплатное обучение там. И все вкладываются, которые здесь средства, они не бизнес. Как мы с ним обговаривали ситуацию, вы бусул кашмыждие и православные. Из них 7 православных, 33 мусульманских. Да, это первый этап был. Лазат кашмыждие. Но вы видели же там, кто со мной был там, тот, наверное, видел. Там мало того, что все так, этот весь забор, он весь мог повалиться. А внутри что? Но сегодня, посмотрите, дом-интернат Троицкой полностью сделали. И спать корпус, столовая, это же не столовая была. Да, помяло ждут, а реально Гуцуриев, фонд, бесплатно вложил, сделал. Потом по башням. 123 башни. Проектно-сметная документация готова. 123. По 13 закончено. Ведутся археологические работы по храму Тхаба-Ерды и крепостной стены сельского поселения Гумурзиева. Слушайте, мы ведь начали делать, нам Министерство культуры выделило 40 миллионов. Мы начали Тхаба-Ерды, реставрировать его. А потом Микаил Сафарбекович, мы выезжали, и он пригласил специалиста. Они там поисследовали, говорят, да там в глубину еще этаж, еще там что-то. Это христианский храм, но все путают, но это святилище было наших предков. Это тоже память наша. Исторический, археологический такой объект. И взяли, сейчас проекты делают, там начали исследовать.
И тогда Микаэл говорил, он говорит, 100 метров по диагонали влево, вправо, мы будем все обследовать. Начали обследовать, там начали появляться объекты. Вместо 40 миллионов оказалось 200 миллионов. РЗИ. В 16 году уже закончили, да? А в 20-м мы начали его ремонтировать. До 400 миллионов. Там ничего не работает. Вода протекает, фундамент подтекает. Мы туда вложили где-то 70 миллионов первоначально. Опять же их дал Сафмар. Ну а потом решили капитальный ремонт сделать. Вот там, значит, начали спорить. Слушайте. Берешь, делай, щиду. Там же сегодня можно 500 детей, да, за раз можно. Покажите, как там было. Там нельзя было ребенку заходить по-хорошему. Ни душа, ни уборных, ни двора. Вот кемпинги. Но все помнят. Несколько Алхаста и дальше пошел. Бердале, Хяшвале. Вот остановиться, гость, дети. Там не было воды, где попить. Там не было руки, где помыть. И всем было наплевать. Мы думали, когда говорили с ним, 21, ну, чтобы люди, юртбах, нахби, бесплатно им отдают его. Ни аренды там, ничего нет. Бесплатно, просто юрт, заводы, фабрик, жмачевецевич. И мы вот решили, вот, что они там просто берет, только одно нужно. Одно. Главам районов соглашение, что он мусор будет оттуда увозить. Люди останавливаются и спокойненько могут, во-первых, не на дороге, во-вторых, там стоянка. Заехал, встал, потихоньку дети пошли куда нужно, руки помыли, спустили с кречки. То есть я почему это подробно говорю? Как будто бы вот все забыли это, понимаешь? Вот я не понимаю. Не надо этого забывать. 200 человек более возили тяжело больных на носилках в самолет, да? А 200 возили в Минводы. Потому что не было амбулифта. Микаэл сказал, приобрели, сейчас спокойненько подъезжает и спокойно, могу жевать сагви. Вот, когда отправляет его, это было сделано. Сегодня IT-школа, а где-то через год будет 500 в Ингушетии будет программистов. Каждый год будет по 500. А сейчас ремонт заканчивается, акселератор, да? А дальше технопарк. Это бесплатное обучение. Это все комплекс больше миллиарда. Был момент такой, 160 с чем-то миллионов, учебников не было. Мы не могли закупить. Он говорит, бери, жди здесь, 163 миллиона. И сразу все сделалось. Когда перинатальный центр, там дети-то недоношенные, маленькие, а не было перевозить его. В обычной скорой, даже реанимационной, ее не повезешь, кроху. Специально есть такой автомобиль, да? Есть Ялыч. Через неделю, через 2 прислал. И теперь у нас безопасно перевозят, если нужно, детей. Поэтому я к чему это говорю? Просто сегодня, продолжая и башни, и это. Площадь Свободы, все, техника, яхай. Поссорились. Фудут сажает. Нам делить с ним нечего. Он говорит, говорит, сын могу, республика. Ты мне, говорит, только говори и все. А здесь проект. Сделали так, он приехал, увидел это и все запретил. Но он новых туда поставил, сейчас проект делается. Самый современный, и он будет сделан. Площадь будет сделана. Нет, все уже, ердят, вождят. Слушайте, у меня работы много, у него тоже.
надо будет созвонимся, надо будет съездим. Поэтому я говорю почему и акцентирую на этом. Так я скажу, единственный человек, единственный за историю, я полагаю, республики, я могу сказать, столько вложил в благотворительность сумму денег, столько сделал объектов, единственный, я хотел вам сказать, что если не помогаете, ехать до суши. Я вас очень прошу, не мешайте. Не мешайте. Пуля убивает один раз. А вот этот Йохарыш убивает каждый день. Каждый день паршивое слово убивает человека. Не надо этого делать. Поэтому работу мы продолжим и будем работать. Далее на совещании обсудили вопросы повестки дня. На финишную прямую вышла весенняя призывная кампания. Наряд Министерства обороны на этот призыв был 230 человек. И на сегодня с поставленными задачами республика справляется. Что касается водоснабжения, по данным Минэнерго, ситуация на сегодня стабильная. Проблемы с подачей воды в 3 сельских поселениях Малгобекского района. Связано это с высоким износом объектов водоснабжения, а также несоответствием требованиям санитарных норм добываемой воды. В 2021 году у нас было 492 аварии ликвидированы. В 2022 году 657. За меньше года, с 1 августа, как работает единый оператор, у нас аварий больше 800. И за последнюю неделю у нас 5 аварий на магистрали. Воду мы добываем где-то порядка 83 тысячи кубов. Из этих 80 тысяч кубов в сутки, я имею в виду. Из этих 83 тысяч кубов, из-за этих аварий мы теряем более 40% воды. Там, где воды не хватает, ее подачу обеспечивают при помощи спецтехники. По поручению главы республики закупили 14 специальных водовозок. Глава региона обратил внимание на работу глав муниципальных образований в летний период, в частности на сбор платежей и деятельность автомоек. Без воды люди не могут жить. Сложно. Не надо мне говорить, поливают они там, это делают. Все поливают, все живут, все регионы. Экономить надо говорить. Где-то помочь нужно. И второе, главы районов, городов тоже. У вас зам кто курирует оплату воды? У каждого кто-то зам есть, да? Значит, если вы своего зама до конца года, если 100% не будет, 95% точно, оплаты воды, значит, вы вместо зама будете работать. Я вам так, я вам сейчас серьезно говорю. Вы хорошо устроились. Выгоняйте, берите еще зама. Выгоняйте, и пусть ходят. Ни один человек ему не откажет, если он придет и скажет, если не будем за воду платить, я не могу там кран поставить вам или что там, бочку поставить. Теперь ваши мойки. Паспорт, скажите каждому, чтобы у него был паспорт. И счетчики там стояли. Счетчики пусть стоят там. Нету. Берите. Вы же не знаете, сколько. Хидатёх, мойки работают. В самую жару. Но я же езжу, смотрю. На этой неделе исполняется 20 лет со дня трагического события в современной истории Ингушетии. 22 июня 2004 года было совершено нападение на сотрудников правоохранительной системы республики. В ту ночь Ингушетия потеряла около 100 сыновей. Также в этот день мы отмечаем 83-летие начала Великой Отечественной войны. В республике планируется проведение акций «Свеча памяти и славы. Лучи победы». Во всех городах и районах республики пройдут различные выставки, круглые столы, флешмобы, конкурсы. Главное мероприятие 22 июня пройдет на мемориале памяти и славы в Назрани. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Магаз 24.